Военная гавань Одессы. На рейде стоят корабли, ранее базировавшиеся в Крыму. Служат здесь крымские военные. Во время аннексии полуострова Россией они не изменили присяги. Переехали сюда, чтобы спасти часть украинского флота. По приезду в Одессу, конечно, где-то оставалась обида, досада, что корабли остались там, но корабли это часть. Самая важная часть этого всего это были люди. Люди, которые приехали сюда, они были очень патриотично настроены по сей день. Александр работал электриком на единственной украинской подлодке. Она тоже осталась в бухте Севастополя. Теперь матрос следит за катером «Сокаль», содержит в порядке моторный отсек. А это дом Александра. Трехместная каюта на этом же катере. Я живу на борту, я не снимаю квартиру, семьи у меня нету. Я здесь живу, коплю деньги, а там дальше, чтобы было. Здесь условия очень хорошие, кормят, спать есть где, тепло. Похожие условия у 6 сотен крымских моряков. 2 года многие живут буквально на воде, в каютах и кубриках своих судов. Некоторые снимают квартиры. В пресс-службе объясняют, офицерам возмещают часть арендной платы, но для контрактников это пока не предусмотрено законодательством. Жилищная проблема – одна из наиболее болезненных и старых проблем. Она не решалась и тогда, когда военно-морские силы размещались и на Крымском полуострове, в Севастополе, и сейчас она обострилась. Военные надеются, украинский кабинет министров внесет изменения в социальные статьи. Это позволит разместить моряков в общежитиях. Подобный опыт начали внедрять в Крыму до аннексии. Переоборудовали бывшие казармы. Сейчас ведутся тендерные процедуры. Кто и когда построит общежитие. Изменения в законодательстве уже подготовлены Кабмином, но все еще не утверждены. Всеволод Ананьев, в настоящее время, Одесса.